Равнение на Рустема Ямалеева. Наверное, нет в татарском мире такого политика или общественника, который не был бы наслышан о многолетней национально ориентированной деятельности главного московского татарина Рустема Файзовича Ямалеева. Сегодня Ямалеев руководит большим пулом общественных объединений, куда входят легендарный штаб татар, новый флагман Национальный конгресс татар и тюркских народов, ряд культурных центров, Центр национального развития татар Московской области и Татарский национальный центр Московской области, имеющий свои структуры в 14 городах Подмосковья. Несколько национально-культурных автономий Юго-Восточного административного округа Москвы и подмосковного Домодедово, а также историческая организация «Клуб деловых людей ДЛ-16», с которой это все и начиналось, созданная еще советским лидером Татарстана Фикрятом Табеевым и завещанная Рустему Ямалееву как идеологическому наследнику отцов-основателей татарского национального движения столицы, уходящего своими корнями в далекие послевоенные годы. Все организации пула объединены единой целью – развитие татарской нации через сохранение языка, традиций и культуры. Большое многообразие форм и методов работы позволяют охватить все слои национальной столичной общественности, которая может выбрать себе самый удобный формат участия. Совет Аксакалов, офицерское собрание, клуб врачей Гиппократ, бизнес-сообщество предпринимателей, клуб героев и генералов, клуб журналистов Милик Калям, вечера творческой интеллигенции, молодежные встречи «Татар-мафия», «Аулак-Ой», штаб татарской молодежи и самый успешный из них «Яшляр Якшембесе», который уже собрал 1800 постоянных участников. Все эти и другие проекты объединяют татар, башкир и представителей иных тюркских народов, популяризируют все национальное. Эти встречи нужны людям, и вряд ли в Москве есть еще другое такое открытое и дружелюбное татаро-башкиро-тюркское пространство. Что отличает лидеров от рядовых граждан? Это способность брать ответственность не только за себя, но и за окружающих людей, а главное – за успешность общего дела. По сути, Рустем Ямалеев руководит татарским миром в отдельно взятом большом московском конгломерате, где является глашатаем и проводником политики Раиса Татарстана, ярым сторонником государственной линии президента России, что демонстрирует флагманская организация пула Национальный конгресс татар и тюркских народов, являющийся современным прообразом первоначального, по-настоящему народного Всемирного конгресса татар. Полная независимость от власти, уважительное дистанцирование от религии и политики, демократичное коллегиальное управление и всецелое подчинение идее национального развития. Отличие только в одном. Учитывая сложившуюся конъюнктуру, Конгресс объединяет под своим началом еще и общины тюркских народов, сформировавшиеся за последние годы в московском конгломерате, что поддержано представителями азербайджанцев, казахов, узбеков, кыргызов, кумыков, нагайцев, гагаузов. Национальный конгресс татар развивает свою деятельность через множество мероприятий по сохранению родного языка и культуры, воспитанию молодежи национального духа и соответствующей идеологии, имеет свою четкую позицию по всем злободневным вопросам. Это результат коллективной интеллектуальной генерации мнений видных представителей татарской нации и тюркских народов Московского региона. Будучи дискуссионной площадкой самого высокого уровня для обсуждения глобальных проблем, Конгресс собирает ученых, политологов, этнографов, историков, духовных лиц и других лидеров общественного мнения для совместной выработки единой, выверенной позиции.
Являясь неотъемлемой частью глобального татарского мира, Национальный конгресс татар, в полной мере осознавая свою ответственную роль в деле национального самосохранения, продвигает татарские вопросы в Москве, а также является надежным партнером Всемирного конгресса татар во всех масштабных социальных проектах и программах с широкой зоной ответственности по целому ряду направлений работы, еще не охваченными ВКТ и полпредством Татарстана в Москве. Возможно, объединение тюрков под флагом Национального конгресса татар является одним из самых важных достижений Рустема Ямалеева за его почти 30-летнюю общественную деятельность в Москве. Имя Ямалеева уже сегодня стоит в одном ряду с такими выдающимися историческими личностями, как Абдулхан Ахтамзян, Равкат Галимов, Мухаммад Миначев, Карим Шакиров, а также Азат Шаймулович Зияддинов, сторонником и продолжателем идеологических воззрений которого является Рустем Ямалеев. Здесь важно отметить, что деятельность Ямалеева всегда имеет четкую направленность на усиление авторитета Раиса Татарстана, на содействие реализации политики руководства республики и страны в целом в московском конгломерате, на популяризацию деятельности Всемирного конгресса татар, объединяя татар, формируя языковую и культурную среду. В ряды национального татарского движения столицы Ямалеев сумел привлечь многих аксакалов, ученых, деятелей культуры, духовенства, генералитет и, что особенно важно, героев России и Советского Союза. Залогом этого стали его теплые отношения с генералом армии Махмутом Гареевым, народным артистом Татарстана Ринатом Ибрагимовым и многими другими выдающимися сынами татарского народа. Конечно, значительная доля успеха Ямалеева принадлежит окружающим его людям из числа активистов организации Пула, которые поверили ему и идут за ним многие годы, а самые стойкие из них вместе с ним в Москве вот уже 28 лет. Ямалеев – частый участник мероприятий Общественной палаты России, Ассамблеи народов России, Духовного собрания мусульман России, различных общественных советов. А вот участников мероприятий самого Рустема Файзовича почти за 30 лет его общественной деятельности в столице России вряд ли получится посчитать. Справедливо одно – то, что многие из нынешних руководителей общественных организаций не только Москвы, но и России в чем-то и его ученики, прошедшие школу штаба татар Москвы, люди идеологически подкованные и с четким патриотическими ориентирами в жизни. Ямалеев не скрывает имя своего собственного главного учителя Азата Шаймуловича Зияддинова, который сформулировал ответ на вопрос «Кто такой татарин?». А Ямалеев развил его идеологию собственными воззрениями, касающимися сохранения татарского языка, культуры, традиций и духовности. Зияддинов и Ямалеев стояли у истоков создания татарского общественного центра, после которого уже образовался Всемирный конгресс татар. В ТОЦ и ВКТ были разные люди с разным пониманием ситуации, с разным интеллектуальным багажом. Кто-то выдвигал радикальные на тот момент идеи, а Зияддинов и Ямалеев, являясь сторонниками толерантной политики развития Татарстана в составе Российской Федерации. До наших дней дожили немногие свидетели тех судьбоносных событий, и, уходя из жизни, они доверяли продолжение своего дела Рустему Ямалееву и созданному им штабу татар, которые гордо несут вверенное им национальное знамя и чувствуют свою большую ответственность и перед ушедшими, и перед потомками, которым бережно передадут сохраненный татарский язык. Рустем Ямалеев приехал в Москву в 1997 году. Гармонично влился в актив созданного Фикрятом Табеевым клуба деловых людей ДЛ-16, а спустя некоторое время сформировал при нем штаб татар Москвы, работающий и поныне.
Возможно, ДЛ-16, расположившийся в самом сердце столицы в Китай-городской стене, в то время был самым популярным местом встреч видных государственников, политиков и бизнесменов. Неудивительно, что в недрах этого клуба сначала родилось межрегиональное общественное движение «Единство» «Медведь», а потом и сама политическая партия «Единая Россия». Ямалеев был и свидетелем, и участником многих процессов в ДЛ-16, что, возможно, предопределило характер его дальнейшей работы как общественного деятеля, а также закалило и помогло выработать свою собственную, уникальную методику, ведь рядом всегда были такие учителя, как Фикрят Табеев, Анатолий Козлов и Николай Лемаев. В практической плоскости татарским национальным движением Рустем Ямалеев начал заниматься сразу после института под руководством Азата Зияддинова. Хорошим подспорьем в этом был предыдущий опыт и знания национального вопроса, полученные на различных постах в комсомоле в горбачевские времена. После окончания высшей комсомольской школы при ЦК ВЛКСМ Ямалеев со своими единомышленниками организовал молодежное крыло татарского национального движения сначала в родном Нижнекамске, а впоследствии и в Казани, откуда в 1997 году, уже будучи сформировавшимся и широко известным татарским общественником, переехал на постоянное место жительства в Москву. Рустем Ямалеев – это явление в современном татарском мире. Он начинал свою деятельность в самый сложный период языкового кризиса, когда возглавляемый им штаб татар Москвы был чуть ли не единственной организацией, проводившей круглые столы по проблемам сохранения татарского языка, и как светоч показывал путь, которым следовало двигаться. Он постоянно в дороге, у него плотный график встреч с татарской общественностью, в национальных организациях, в школах и училищах разных регионов России. Это нужно для обратной связи, для понимания результативности проводимой работы. На его методики и опыт работы ориентируются сегодня в своей деятельности многие татарские организации и прежде всего молодежные, что особенно радует и вселяет уверенность в будущем всем нации. Сегодня сложно оценить масштаб влияния Ямалеева, созданных им организаций и сформированного полуторасотенного актива и более 14,5 тысяч энтузиастов на татар, башкир и тюркские народы. Сколько из них обратились к вере, сколько поменяли мировоззрение, сколько вернулись к своим национальным корням. Без ложной скромности, это будут тысячи и тысячи человек. Возможно, поэтому Всевышний Творец избрал его для дарования православным братьям-христианам святого места в селе Красный Бор Агрызского района Татарстана, что стало уникальным событием для верующих и неожиданным откровением для самого Рустема Файзовича, исповедующего ислам. Теперь к этому месту силы стекаются страждущие и получают духовное и физическое исцеление. Рустем Ямалеев выдержал много критики за поддержку православной общины, но по-прежнему уверен, что восстановление и облагораживание святынь прежде всего влияет на формирование духовности у молодежи, и не так важно, мусульманская это молодежь или православная. Главное – вера, молитва и любовь к ближнему. К сожалению, в Красном Бору нет православного храма. И старожилы мечтают, и были бы рады даже маленькой часовне на восстановленном чудотворном погосте и окрестном ходе по большим церковным праздникам. До сих пор к погосту идут люди. Каждый день рядом с ним стоят незнакомые машины с неместными номерами. В штабе татар надеются, что придет такое время, когда в Красном Бору будет и часовня, и храм, а погост, как статусное историческое захоронение федерального значения, обретет надгробные плиты с именами всех упокоенных там людей. Поэтому сегодня очень важно восстановить имена захороненных на погосте 80 человек, делать регулярный молебен об упокоении их душ и в память о них организовать церковно-приходскую школу.
У команды Ямалеева грандиозные планы. И, как говорится, большому кораблю большое плавание.